Вовремя обнаружить нарушение здоровья помогает передовое оборудование. Кардиохирурги выполняют ювелирную операцию с использованием усовершенствованной ангиографической системы. С помощью излучения визуализируются кровеносные сосуды и сердце, что позволяет выявить любые нарушения в кратчайшие сроки. Ну а в другом крыле вовсю готовится выписаться 56-летний Игорь Бушин. Экстренно поступивший в кардиоцентр неделю назад успешно перенес стентирование. Тут же положили в течение 2 часов на стол, сделали стенд поставили. И уже здесь, в палате, неделю пролежал. Все прекрасно здесь, я говорю, ну я тут еще был раз здесь в 22-м, тоже сердцем. Все прекрасно. После операции особенно важна реабилитация. В отделении ранней медицинской реабилитации тоже прошли колоссальные изменения. Вертикализатор, велотренажеры и физиотерапевтические аппараты. Как только новое оборудование закупается, оно тут же внедряется в работу врача. Сейчас во всем мире, ну и в Российской Федерации тоже, и в нашей республике идет новая программа по раннему восстановлению очень тяжелых пациентов. В среднем где-то 2 недели у нас пациент уже начинает переходить на второй этап реабилитации, где уже пациент в большей степени самостоятелен. За 3 года работы кардиоцентра лечения прошли более 57 тысяч пациентов, как в стационаре, так и в поликлинике. Кардиохирургами проведено более 5,5 тысяч операций на сердце и сосуды. Мы работаем как региональный сосудистый центр. Этот проект тоже был запущен благодаря инициативе и указанию нашего президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина более 15 лет назад. И в нашем центре за эти годы получили лечение более 1500 пациентов с острым инфарктом миокарда и около 2000 пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения. Благодаря поддержке национального проекта, инициированного президентом России, жителям республики доступны лучшие из существующих в мире технологии диагностики. Якутяне могут получать качественное лечение болезней сердца и системы кровообращения, не выезжая за пределы родного края. Даяна Федорова, Владимир Павлов, Якутск. В столице Якутии состоялась лекция, организованная Российским обществом знания, посвященная актуальной проблеме влиянию гаджетов на здоровье и развитие детей. На лекции приняли участие родители и педагоги. Участники узнали актуальные рекомендации и получили ответы на вопросы об осознанном использовании технологий в повседневной жизни детей. Как отметил лектор Валентина Шишкина, детям рекомендуется находиться в гаджетах не более 2 часов в день. У детей досуг, которых ограничивается гаджетами, сильно страдает крупная и мелкая моторика, что приводит к серьезным затруднениям во время учебы в школе. В меру определенные игры, определенные мультфильмы даже, они все равно приносят пользу. И были исследования о том, что где-то переключение внимания, например, оно наоборот лучше развито у ребенка, если он, опять-таки, с оптимальным временем проводит в гаджете. Но, к сожалению, этой пользы нету для детей до 2 лет. То есть до 2 лет все-таки нужно убирать подальше телефон и все-таки давать игрушки.